Не подвисает? Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту ассаляму рассулилля. Ассаляму алейкум ва баракатух. Начинаем наш стрим про тестирование, вход в профессию тестирования ПО. Сегодня с нами наш гость Мухаммад Евлоев. Мухаммад, ассаляму алейкум ва баракатух. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Мухаммад, начнешь, расскажешь по себе немного, сколько лет, кем сейчас работаешь. Компанию можно не упоминать, в принципе, но примерно сказать, чем он занимается. Окей. Меня зовут Мухаммад Евлоев, 31 год. Работаю, в октябре будет год как тестировщиком. До этого 6 лет опыта было, работал в больнице помощником сисадмина. Так, а сейчас работаешь в компании, которая чем занимается? Что еще сказать? Компания занимается в сфере медицины, медицинская информационная система. То есть какое-то ПО для больниц? Да, для больниц. Там не только для медперсонала, там и административный персонал. В общем, полностью все включено. All inclusive. У тебя ВП не включен? Просто чуть-чуть прерывается. Не знаю, У это у меня меня нет. или у тебя? Нет. У меня тоже нет. Ну ладно. Так, тогда расскажи немного про предысторию, почему решил пойти в эту сферу, чем обусловлен был твой выбор. Выбор благодаря. Я был в Стамбуле, 1,5 года жил. Так получилось, что мне должны были сделать рабочую визу в турецкой компании. Я ее ждал что-то в районе полугода от них. Они все обещали. В итоге я понимаю, что мне никакую визу никто не даст. И ищу себе план «Б». Если вдруг уеду из Турции или даже останусь там. Самый, наверное, хороший вариант для меня это была удаленная работа. И чтобы в крайний срок можно было изучить материал и найти работу. Как мы знаем, разработка – это очень долгий путь. Так, в общем, я продал ноутбук свой одному товарищу. Он окончил обучение с этим ноутом. Через 3 месяца вышел на связь и говорит, я же на работу вышел. Я спросил, что за работа. Так вот, он объяснил, что есть такое тестирование, что можно 3 месяца отучиться и выйти на работу хорошую. Меня заинтересовало. Он мне скинул контакты. Это был авторский курс. Я его прошел там прям в Стамбуле. И в аккурат, прям перед переездом в Россию, окончил это обучение. Приехал сюда и продолжил. Это примерно поиски, какое время? скажем. В каком году, скажем? Года? Да. Это ноябрь 24-го или 3-го года. Вряд ли 24-го, сейчас 25-го. Если я буду в октябре уже год как на текущем месте, а приехал я... это 2 года назад, получается. 23-й год вуз. То есть 2 года назад ты закончил обучение на этом курсе, да? Да. А само обучение сколько длилось? Месяца 3, может, чуть больше 3. Это такое... Я сейчас анализирую и понимаю, что это было очень сырое обучение. Минимум работы с инструментами. Взял человек просто, собрал информацию, которую посчитал полезной и продает ее. Подвисает трансляция у нас. Да, подвисает и пишет, что у тебя, Мухаммада, что-то подвисает. Ты не на мобильном же, на этом? У меня что? Не мобильный интернет же? Нет, конечно. Это у меня с интернетом, да, проблемы? Пишет, что да, потому что... пишет, что именно у тебя подвисает. Так, сейчас попробуем. Окей.
Попробуем сейчас, я переключился. Мгм. Так, получается, ты выбрал тестирование ПО, потому что услышал, что есть возможность зарабатывать, грубо говоря, удаленно Да. и с относительно простым И входом. обучиться этому за короткий срок. Вот самое главное для меня было максимально в короткий срок что-то изучить для себя и найти что-нибудь. А не было такого, что тебе казалось, что это не для тебя будет, скажем так, то есть неинтересно, там не понравится, усидчивости не хватит? Не было такого, потому что я как начал интересоваться этой темой, понял, что в принципе нормальная тема. Будет интересно. Всё. Да. Окей, получается, что ты обучился где-то в ноябре 23 года, ты закончил обучение и дальше начал искать работу. Да. Так вот? А какие у тебя были навыки на тот момент? Почему ты понял, что тебе пора искать работу, а не продолжить обучение? Потому что многие сомневаются в Но том, мы когда вот на им этом начать. курсе, вот на этом курсе мы начали уже после прохождения этого обучения записывать мок эти собесы. Мгм. Друг друга собеседовали, типа, ну, не знаю, я вот, как я и говорил, анализируя вот то время, сегодня, мне кажется, вообще не был готов, и, в принципе, знаний таких особо и не было. Мне, кстати, помогло только, когда я приехал, я вышел на обучение здесь, я наткнулся как-то на анонс обучения от Академии цифровая, чего-то там, Академия цифрового развития, что ли. Ну да, госриск, который 21, школа 21, ты имеешь в виду? У них дополнительно По-моему, было они, университет. по-моему, относятся к школе 21 или как-то Нет, скорее наоборот. Школа сотрудничают, я не 21 знаю, я уже это не интересовался да-да, этим вопросом. школа 21 это как В бы общем, внутри я академии наткнулся цифровой. на их обучение и решил для себя, это примерно, знаешь, вот я приехал через, может быть, 4 или 5 месяцев я наткнулся на это обучение и думаю, что вот давай обновлю память, может, что-нибудь новое узнаю. И я его не стал доканчивать, врать не буду, просто вышел тут, ну, оно удаленное было, офлайн, онлайн, и решил для себя, короче, обновить информацию всю. Машалла, дик курсы благодаря очень многое новое я для себя узнал, и там реально можно было инструменты использовать, там и менторы были, которые тебе помогали, подсказывали. Вот, возможно, есть ребята даже, которые отучились там и вышли куда-то, потому что были ребята, которые реально эти проекты, подпроекты жевали в царях. Вот там прям нормально они эти задачки решали. А эти 5 месяцев от момента окончания одного обучения до момента другого обучения, чем ты занимался? Я, смотри, до того, как приехать с Стамбула домой, буду рассказывать на чистоту все, как было, и расскажу, на что был заточен мое обучение. Этот трехмесячный курс был типа на медла. И пройдя его, я должен был выйти на работу на медла, нарисовав опыт. Вот. Я начал собеседоваться в Стамбуле 2 недели. Ну, по времени 2 недели, по собесам, может, 1-2. Я уже не помню точно. Ну, в тот момент я собеседовался просто пощупать именно эту тему с собесами. Что там спрашивают, как там, что нужно знать. В общем, вот пару собеседований я прошел, приехал домой, и когда я проходил эти 2 собеседования, не знаю, я чурпара отвацался, типа, ну я же не мидл, я не знаю на медла ничего, у меня опыта На нет. тот момент у тебя было, короче, фиктивно, получается, резюме. Да, да, был, хотя я не помню, сколько там чего было, реально не помню, я помню свое текущее резюме. Что там было и как там было, я не помню, в первом моем резюме. В общем, пару собесов я прошел там, мне не понравилось абсолютно, аз яхач без чурпара тварца.
Вот я чувствую, что лучше не надо мне это, вот абсолютно не надо. Во-первых, я это не знаю, Dalgalışık Hartsdes. Не знаю, для себя решил путем вранья вот искать себе вариант получше. Это не очень хорошо и не нужно мне такое. Приехал я домой, думал, очень долго думал, что делать, как. В то время как раз мы с тобой связались еще, если помнишь. Да. Вот. Ну, короче, эти 4 или 5 месяцев после того, как я приехал домой, они были такими вот, как бы сказать, ну, адаптацию я проходил с Айцевич, ингушские дела, там все это, поиск хотя бы какой-то работы на время. И вот через 4 или 5 месяцев наткнулся на этот курс, и в этот момент я начинаю уже свой путь именно с поиска работы джуном. Не знаю, помнишь ли ты, когда я сидел в офисе и в день мог там накидать в районе 150-200 этих откликов. Так, сейчас я еще раз перебью. Давай попробуем еще раз, если вдруг вариант переключиться, еще раз попробовать. Либо, может, Да, давай, роутер перезагрузить, потому что ага, вот, чуть подвисание. Этот вариант попробуем. Сейчас как? Пока, альхамдулилля, нормально, не зависает. В общем, ты начал уже откликаться и откликался на HeadHunter или где-то еще? И на HeadHunter, и в этих, в То есть в тот момент Telegram-группах. ты уже переписал свое резюме. Какой опыт Да, ты там полностью с указал? нуля. Никакой учебный опыт указал. И инструменты, которые я вот на учебе, ну вот на этих, на втором уже курсе, инструменты, которые я реально начал использовать, указал все вот типа базово, знаю все базово. Опыт работы в больнице указывал, то есть не связано с IT? Да, его указал. Но это, я не думаю, что это сильно помогло бы. Ну, мне кажется, в целом, если ты вообще не работал и хоть где-то работал, все-таки у людей отношения должны быть разные. Типа 30 лет нигде не работал, Ну, это согласен. уже подозрительно. Да. И начал откликаться на HeadHunter, да? Да. А есть какие-то... Во-первых, вот ты сказал 150 откликов в день или там Да. 200. Сколько из них хоть какой-то... Получал ли ты хоть какой-то фидбэк или... Короче, как это Фидбэк проходило? получался, их очень прям крайне малый процент был фидбэка, а тот, что был, это были банковские продукты или какие-нибудь там аутсорсы, которые тоже тебя в банковский продукт хотели отправить. Короче, я когда откликался на эти вакансии, я фильтровал их, чтобы не было этих онлайн-казино, банков, там что-нибудь такое. Вот как-то так. А те, как я и сказал, то откликались, это были банки или аутсорсы. А И я сопроводительные сразу письма ты писал? отказывался. Сопроводительные письма ты писал? Да, каждому. Но не индивидуально, конечно. Я не сидел индивидуально под каждую вакансию, не писал сопроводительный. Сделал какой-то шаблон и кидал всем его. Ну, короче, вот получается, ты откликаешься по 200 резюме в день, по 200 вакансий, точнее. На сколько собеседований ты попал от этих откликов? Ни на одно. Вот как я и говорил, все ответы были от банковских продуктов. И ни одного не было такого варианта, тот, что меня устроил бы, и чтобы я хотя бы на первый собес пришел к ним. То есть были... Ты не пробовал какие-то телеграм-каналы или HR-ов находить и писать? И телеграм-каналы были, и, по-моему, Хабр. По-моему, Хабрика тоже я что-то там смотрел. HR-ом напрямую писать? Нет, HR-ом напрямую не писал. И, короче, вот так вот несколько месяцев ты, получается, откликался, и вообще никакого выхлопа не было? Не было абсолютно. И эти несколько месяцев у меня переросли ровно в год. То есть в течение года ты откликался, и не было ни одного собеса?
Не было ни одного. Я сейчас вот подчеркну то, что в течение года не было такого, чтобы я каждый день вот так вот по 200 этих откликов делал. В период такой, короче, подъема я мог и 100, и 150, и 200, а потом раз, короче, затухает мотивация в плане поиска, я имею в виду. Могу там 10, 15, 20. Ну, короче, вот так вот, как, не знаю, плавающий режим такой был. Ну, понятно, на Мотивация 200, вкл и 200 в день, мотивация укл. ну, 200 в день там не найдется такого качества в течение года. И, короче, но тем не менее, не было ли соблазна все-таки написать этот опыт? Вот, например, как многие братья рассуждают, типа, рынок сейчас такой, вот все приписывают, поэтому если я не приписываю, то у меня HR на автомате как бы отсекают, и типа я не могу перейти эту планку. Типа вот я придумаю себе опыт, чтобы попасть на собес, а там дальше уже увидят мои реальные знания. Нет, вот я тебе скажу, как я приехал со Стамбула и решил для себя, что я не буду писать, короче, не буду рисовать себе цифры, крутые эти проекты, чтобы у меня типа шансы повыше были. Вот как приехал, решил для себя, Аллах дага, ради Аллаха я буду искать работу только вот таким способом, с чистого листа, и не будет даже мысли в моей голове, чтобы я что-то написал себе там, то, что улучшило бы мой шанс на поиск. То есть целый год у меня ни один раз в голове мысли не было, чтобы я написал что-нибудь. Да, спорить Алхамдулилля. не буду. Были моменты, когда я думал, вот сколько времени прошло, что-то не получается, надо что-то другое думать. И то, это мимолетно как-то. Приходит мысль, час, короче, пару часов взгрустнул, потом собрался и пошел дальше. Я, алхамдулиллах, так и вот получилось так, что в итоге я нашел работу благодаря одному человеку, меня сразу скажу, чтобы Да, это все было. сейчас это кульминационный момент, надо к нему подойти так не резко. Спустя год, там год спустя, как такая приставка, ты не где-то там разочарованный в этой профессии, ты Мгм. все-таки продолжаешь откликаться или как? Вот как к этому Продолжаю, пришло? да. Вот как и говорю, были моменты, когда я и по 50, и по 100, и по 150. Не знаю, я какой-то там лимит был в HeadHunter, точно не могу сказать какой, но до максимума вроде один раз я дошел. А вот были моменты, когда я мог, ну, близко к максимуму выдать эти отклики. А были моменты, когда вот и 10 в день могу сделать, и 15, Это и вообще окей. могу не сделать. И дальше в итоге потом ты видишь одну из вакансий и на нее откликаешься, как это, Нет. как это Я, было? я откликаюсь на одну вакансию, да. Кстати, это была моя, это сейчас текущая моя работа. Откликаюсь на нее, кидаю им резюме, и в этот момент, этот кульминационный момент, да, сейчас мы его будем Да, да, выдавать всем. мы готовы. Короче, мне позвонил один человек, не буду имен называть, но если он увидит, Аллах рясхал, я это очень ценю. Мне в этот момент, в момент моего отклика, звонит человек и говорит, скинь мне свое резюме и жди, короче, от меня обратной связи. Я думаю, окей. А человек знал, что ты ищешь работу? Он, да, знал, что именно в тестировании я ищу работу, что я целые годы ее ищу. На самом деле, для меня это очень-очень сильный момент был, на самом деле. Вот я продолжу чуть позже сейчас этот разговор. В течение года этого поиска работы Аллах раз, чтобы именно в этой сфере он дал мне работу, чтобы я мог
как бы тебе сказать, чтобы я мог, я даже не знаю, как это объяснить. Эмоциональный момент вырос в последний момент, когда я откликнулся, и мне позвонил человек, говорит, скинь свое резюме, я перешлю, но я еще не знал, куда, чего, кого. Через пару дней он возвращается ко мне и говорит, типа, я тебя зарефералил, тебе должны позвонить и пригласить меня на Туда, где собеседование. ты откликнулся. Так получилось, да, что туда, где я откликнулся. То есть это он не знал об этом абсолютно, просто Он не получается. знал, и никто не знал. Просто как бы он мог узнать, если у меня, допустим, этих откликов, ну, среди этих 50 хотя бы. Я думаю, он же там не работает, получается, на той фирме. Нет, не работает. Хорошо. В общем, через пару дней мне позвонили, спросили, хочу ли я пройти собес. Ну, соответственно, я сразу согласился. Прошел этот собес. У меня один, кстати, собес только был. Хотя сначала с HR поговорил, потом она мне организовала встречу с руководителем тестирования. Вот. И вот этот единственный собес, который я прошел, наверное, это был нереально крутой лайтовый собес. У меня их было очень мало, но Ермаша, Адикер. Вообще без нервяков. Отвечал максимально честно. Да, в принципе, все по теории тестирования спрашивали. Спрашивали, какими инструментами пользовался, где, как пользовался, есть ли вообще хоть какой-то маленький опыт коммерческий, некоммерческий, может, месяц-два где-то там стажировался. Ну, я ответил, что опыт только учебный, что стажировки нигде не проходил. И... Наш технический специалист уходит. Да. Ты, короче, говорил, отвечал максимально честно. Да, максимально честно отвечал на вопросы. Наверное, поэтому у меня как-то все на лайте прошло, потому что не приукрашивать ничего не пришлось. Они искали джуна или они тебе сказали? Они искали джуна, да. Именно джуна искали. И так получилось, что в этот момент меня взяли и моего текущего напарника. И мы оба джуна начали, короче, с нуля. Скепсиса не было, что у тебя нет опыта. Наверняка у них есть много, скажем так, откликов с медлами в HeadHunter. Вообще никаких вопросов не было. Максимально все идеально, реально. Вот. Они понимают, что я джун, что у меня нет опыта, и задают мне такие вот теория, инструменты. Вот единственное, что они не успели, то это задание мне дать. И я не знаю, как так получилось, но я этот разговор как-то максимально на час выкрутил, что у них не осталось времени на техзадание какое-то. Так, где у нас тут были вопросы? Короче, технически тебя, получается, не сильно гоняли, а в целом вот на тот момент какими инструментами ты владел? То есть что необходимо знать джуну, чтобы уже искать работу так-то? Так, на тот момент я в этом какой-то пэт-проект я нашел. Это был второе обучение. Там более-менее я и Postman освоил. Swagger, наверное, все-таки нет, в меньшей степени. И DevTools. Мобилки я не очень глубоко изучал, что-то там поверхностно изучил, потому что у меня не было такого, чтобы я чисто в мобилку ушел. Мне я искал, честно говоря, проект, который и мобилку, короче, вместе, чтобы были. Но имеем, что имеем. Выбор, цертик. Use cases какие-то писал для портфолио, что-нибудь составлял? Вообще ничего не писал. Абсолютно. Два делаях.
Да, на самом деле только 2 я делал. Я Хорошо. не знаю, мне кажется, что люди, которые ищут джуна, они должны понимать, что у него нет никакого опыта. Абсолютно никакого. Вот кроме как этот учебный опыт, у него не может быть ничего. На то он и джун, Поч чтобы ничего не знать, кроме как, иметь представление, для чего это все. Ну, тут весь вопрос, сколько ты знаешь. И, ну, учитывая, что сейчас, скажем так, предложение в виде сотрудников больше, чем вакансий, мне кажется, просто они поднимают эти планки и говорят людям, типа, максимально изучи, максимально там, не знаю, какие-нибудь подпроекты поделай, и тогда приходи, и уже смотрят из того, кто больше, скажем так, подготовился Не знаю, предварительно. по собственному опыту могу сказать, что как бы ты круто не знал, до тех пор, пока ты на проект, не выйдешь, то у тебя никакого реального опыта не будет. Вот я вышел в итоге на работу, и я практически про SQL ничего не знал. Ну, я имею в виду вот в плане вот такого, чтобы сесть и реально какую-то задачку выполнить. Нет. Да, знаешь ты там, в общем, что, для чего, как. И так Кстати, вот получилось, насчет что меня именно в SQL закинули. Это, наверное, короче, такой инструмент, который я меньше всего изучал. а в целом, А вот он, если говорить оказывается, о тестировщику очень прям нужен. Нереально нужен. инструмента, да, какие сейчас инструменты используешь, как в целом проходит рабочий день? Так, до недавнего времени я работал в репликации данных. Это был инструмент Dbeaver, это инструмент Swagger, это Kafka. Вот эти 3 инструмента– это то, что я использовал до недавнего времени. Вот буквально, наверное, пару дней назад наши все команды раскидали, в общем, с зоны комфорта вытащили нас и в бой кинули всех. Вот буквально со вчерашнего дня я начал уже использовать и Postman, ну и то, что я перечислил, тоже, конечно, приходится использовать. Что еще? Иногда и DevTools, если задачи на фронт, DevTools пользуюсь. В общем, это Окей. Kafka, это Swagger, это DevTools, это какой-нибудь там Dbeaver или что-нибудь похожее. Что там Окей. еще? Ну, мы тут немного не по плану пошли нашего эфира. Я особо даже не смотрю на вопрос, на самом деле, алхамдулилля, потому что довольно живая беседа получается. Единственное, тут один раз закидывал вопросы, и мы на них вроде ответили, но я сейчас на всякий случай проговорю. Как ты искал работу, мы ответили. Где находил вакансии, ответили. Как я слышал, HR даже не рассматривают резюме без опыта работы, и большинство HR завышает требования от 3 лет опыта. Ответишь, что, алхамдулилля, Всевышний предоставляет пути, откуда мы и не ждали. Вот. Поэтому нам не нужно за это переживать. Вот Это удаленный на моем офис. опыте это видно. Да, алхамдулилля. Я больше поэтому и хотел этот эфир сделать и всем братьям знакомым рассказываю, как пример того, что, алхамдулилля, если человек не сдался в течение года, и при том кто-то может подумать, что это какой-то бездельник, но Мухаммад Сагиалява и женат, и ребенок, так что это не какой-то там, короче, частный случай, когда у человека была возможность там год сидеть без дела. Так, это удаленно или офис? Это Удаленно удаленно. работает Да. в Ингушетии. На какую зарплату тут написано, но я думаю, на это можно не отвечать. Тогда сейчас вернемся к нашим вопросам. Что мы тут не Можно ответили? ему сказать, в принципе, на последний вопрос, что практически, ну, я вот анализировал рынок, когда искал. У джунов, ну, наверное, от 40 и до, может, 60 максимум. Больше джунам не платят нигде. У нас, как для Ингушетии, конкурентная зарплата. Согласен. И Так, это, наверное, тоже была одна из причин, по которой я решил для себя удаленку какую-то искать, что здесь на месте, в Ингушетии, таких, в принципе, зарплаты нет. алхамдулилля. Так, я сейчас прохожусь по вопросам, на самом деле почти на все ответили.
Так, как честно оформил резюме без коммерческого опыта? Ответили. Что отвечал на вопрос, почему у вас нет опыта? Ответили, ничего не отвечал, потому что не был такого вопроса. Так, баг-репорты. Мне, кстати, здесь мы не писали этот вопрос, но мне интересно было услышать еще насчет твоих планов на будущее. То есть ты сейчас в ручном тестировании, если у тебя планы идти в автоматизацию, либо если у тебя планы идти в разработку, насколько тебе нравится текущее то, что происходит, то есть само ручное тестирование? Вот на сегодняшний день скажу, что есть еще масса вещей, которые я хотел бы изучить, прежде чем даже в автоматизацию и в разработку идти. Как я и говорил, у меня очень специфичная работа была до недавнего времени. Я тестировал только репликацию, и не было возможности ни API пощупать нормально, чтобы вот прям вот понять, что там, как работает, зачем, и фронт. Мне эта тема очень интересна, я хочу сейчас именно в этом закрепить свои знания. Я хочу постепенно изучить все и потом переходить на другое. Максимум из ручного, потом, может, и в автоматизацию уйду. Но у меня есть мысли, иншаллах, может быть, сам худыцох озвучивать не буду. Все, диктуем. Это был в освоении. Так, тут еще вопрос прилетел. Какую бактрекинговую систему используете? Jira. Есть у нас Jira. типа тест IT вроде называется, но мы никто там, короче, у нас есть учетки, но мы не пишем в них ничего. Это до этого с Jira взаимодействовал или на работе уже научился? Ну, там особо Там нечего учиться, но в целом. Все на проекте. Я знал, что такое Jira, просто знал, что она есть, что какие-то функции она выполняет, но так абсолютно никакого знания не было. Среди нашего списка вопросов нашел интересный вопрос. Первые 2 недели на работе, как вообще прошли, насколько было сложно, непонятно, онбординг, наставник, ну, был ли онбординг и наставник? И вообще... Все было. Онбординг в нашем офисе запретное слово. Что онбординг был, не сомневаюсь. Первые 2 недели был и онбординг, и наставника мне дали. Мне повезло в том, что нас было 2 джуна, и мы помогали друг другу максимально. Вот. Наша адаптация прям идеально прошла, машаллах. Очень хорошие коллеги, отзывчивые, помогают без проблем. Мне вот на работе, как сказали, типа, я извинялся, когда вопросы задавал всегда. Мне говорят, типа, не извиняйся, потому что, типа, самый плохой вопрос – это незаданный вопрос. В этом такие плане, коллеги, на самом деле, многого стоят, это, наверное. Валлахи, бакмудуис, чистая правда. Хорошо. По сей день помогают. Теперь можно приступать к завершающей части. На самом деле, если мы не растянем эфир, это будет очень хорошо, иншаллах, и людям, которые не смотрят онлайн, потом посмотреть, приступить к просмотру будет намного легче. Давай по поводу советов для джунов. Вот человек хочет выйти, стать тестировщиком, выйти на работу, может быть, войти в IT через этот путь. Что ты ему посоветуешь? Вот план, тут написано план на 30, 60, 90 дней. Ну, на такие сроки, наверное, тяжело, но в целом, что ты посоветуешь? С чего начать, чего ожидать, скажем так? Наверное, с конца, наверное, начну. Как только они окончат обучение, чтобы они запаслись огромным терпением, чтобы они уповали на Аллаха, чтобы они понимали, что эту работу, если она им суждена, они ее в любом случае получат. Вот только чтобы эту работу получить, баганы жлил дидис. Нужно создавать причины для этого. И мой совет, чтобы джуны, ну, точнее, люди, которые хотят войти в тестирование, чтобы они максимально хорошо изучили сами инструменты, чтобы они максимально старались больше каких-то пэт-проектов делать, это им очень пригодится.
Я вот на себе понял, на своем опыте понял, что я в пэт-проектах, в песочницах очень мало посидел. Очень мало. А стоило бы побольше. Не знаю, мне не подсказывал никто. Мне казалось, что я типа все знаю, оказывается. Показалось, да. Что еще могу посоветовать? Чтобы теорию тестирования обязательно знали, потому что для джуна типа теория тестирования это, если не ответишь на несколько первых вопросов, то все, можешь дальше не идти. Теория обязательно. Лично для Где себя учить эту теорию? теория в Гугле, она везде, в Ютубе. Ее найти вообще не проблема. Ну, то есть курс, который ты проходил первым, ты не советуешь? Нет, конечно. Он того не А стоит. ты не читал тестирование .com книгу? Нет. Я про То есть тестирование это, книги не читал. Я ну, это очень такая небольшая книга, обычно ее советуют. Я когда сколько вроде лет, мне ее 2000, советовали. Это уже было после того, как я на работу вышел. И то возможно, я я советую. спрашивал, что почитать. Вроде мне ее посоветовали. Я просто сам начинал с тестирования лет 10 назад, и мне тогда первым делом ее посоветовали, прежде чем выйти на работу. По сути, я ее прочел и вышел на работу тоже. Войти в Альхамдулилля. IT, да? Нет, тестирование .com, там Роман Савин ее написал, довольно очень простым Не, я языком имею в виду написан. тестирование. А, Это ну да, войти в IT. да. Ну, мне тогда тоже, не то чтобы сильно надо было войти, мне надо было просто работу получить параллельно с обучением. Тут у нас с тобой совпадает все. Так, какие 3 навыка качать в первую очередь и какие 3 ошибки не совершать? ChatGPT придумал вопрос, как некоторые могут заметить, но в целом они неплохие. То есть ресурсы и книг, каналы, проекты для тренировки руки мы, в принципе, ответили. Если вдруг, кстати говоря, вот Мухаммад нахвалил курс от Академии цифрового развития по тестированию ПО, можно последить на их сайте, либо в их канале, если у них новые запуски новых потоков, и присоединиться, потому что Мухаммад хорошо отозвался о них. Мне понравилось на самом деле. Они в тот момент были бесплатные. Это идеальный просто вариант был. Прям хороший курс был. Жалко, я его не добил, но ничего. Ну, я тут смотрю, в общем, остальные вопросы, они более так или иначе так или иначе дублируют то, что уже мы ответили. Я думаю, эфир Машала был очень полезным. Вопросов особо я здесь больше тоже не вижу, дополнительных каких-то. Какая сфера деятельности компании? На это мы вначале отвечали, что это Медицина. медицина, да, альхамдулилля. Тоже что очень важно, что ты можешь не сомневаться, что ты занимаешься чем-то харамным. Медицина, мне кажется, это, наверное, одна из самых таких защищенных областей в этом смысле. Да, Альхамдулилля. согласен. Так, еще важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, что со стороны может показаться, что вот типа Мухаммад, скажем так, исключение, то есть год там помучился, а потом откуда ни возьми прилетела вакансия, а вот у меня так не будет. Вот, например, человек со стороны сидит и видит. Мухаммад, не было ли у тебя такого впечатления, что у кого-то там исключение, кто нашел работу, а вот у тебя так не будет? Нет, я вообще так не думал. На самом деле, если бы всю историю, весь свой путь я бы рассказал в этом эфире, я бы, наверное, все вопросы мог бы снять. Вот если бы я начал акцентированно вот подчеркивать вот именно вот все шаги, которые вот в пути были, наверное, снялись бы все вопросы. Аллах сделал. Вот каждый шаг меня ввел к тому, чтобы я именно туда и вот так вот вышел. Альхамдулилля. Просто есть проблема, когда ты долго что-то не получаешь, ты начинаешь думать, что да, и как бы понимая предопределение Аллаха, что то, что мне суждено, то меня и ждет, но вот, а вдруг мне это не суждено, типа, а я тут время трачу. Грубо говоря, год это не маленький срок. Не маленький, И типа не абсолютно. было впечатления, что вот, а вдруг мне это не предписано, а я тут на это время убиваю. Честно, И, нет, не было. Как я и говорю, были вот моменты,
ну, долго что-то долго вообще, даже ответов нет. Приуныл, часик-два, потом раз. Не, все нормально будет, продолжаем. Иншаллах, надо дальше идти, чтобы этот путь зря не пройти впустую. Кстати, я, наверное, очень важный момент отмечу. Не знаю, ты закруглял эфир или нет. На самом деле, очень интересный момент. Хорошо укладываете. После собеса мой, получается, нынешний руководитель тестирования обещала мне выйти, с фидбэком прийти через, я сейчас примерно скажу, наверное, максимум неделю. Прошла неделя, прошло 10 дней, по-моему, прошло 2 недели. Пятница, это была пятница, я как сейчас помню. Я уже думаю, да, наверное, раз 2 недели прошло, а обещали фидбэк через неделю, то, наверное, решили даже смс-очку мне не написать. Не напрягались, наверное. И в пятницу мне прилетает от HR, я как сейчас помню, файл PDF. И я понимаю, что если HR присылает мне PDF-файл, то это, скорее всего, оффер. Либо так вирус. В итоге и получилось. И после того, как я вышел, подписал все документы, вышел на 2-й или 3-й день, этот руководитель тестирования мне говорит, типа, очень прошу у тебя прощения, то, что, типа, я обещала через неделю и не вернулась к тебе. Просто, говорит, типа, сроки рассмотрения у нас сдвинулись дней на 10, а потом я вышла в отпуск. И получилось так, что на 4 дня в отпуск я вышла, и через 4 дня только тебе маякнули. На самом деле очень интересный момент, и если проанализировать многие наши ситуации, вот даже по своей жизни, что когда ты чего-то долго ждешь, наверное, почти всегда в конце вот бывает это небольшое испытание на твою прочность, скажем так, типа, хоть тебе За еще каждой немного... тягостью приходит облегчение, Ардес, на самом деле. Это было очень неожиданно для меня. Я не ожидал, честно. Вот настолько я хотел этого, и срок в 2 недели уже как-то тают твои эти надежды, и потом раз в пятницу перед Джумой, я помню, как сейчас я собирался на Джума, у меня вообще не было, в принципе, привычки, вот когда я был дома, открывать ноут. Не знаю, в этот день я почему-то открыл ноутбук, включил его, и, наверное, минуты через 2 или 3 мне прилетело это сообщение от HR в WhatsApp. Я увидел плашку уведомления и вижу, что там PDF-файл, прикрепленный. Понимаю, неужели? Оказалось, ужели. Да. Что, будем завершать тогда потихоньку? Да. Алларя Салам Мухаммад, лично для меня это была очень интересная беседа, хоть мы каждый день почти сидим рядом. Тем не менее, послушать все. И я понимаю, на самом деле, что это, иншаллах, будет очень полезно для людей, у которых много вопросов бывает. И я надеюсь, мы на большинство из них ответили. Но если будут вопросы, у нас есть в интернете отдельный топик КУА. Я думаю, Мухаммад и там сможет периодически подсказывать. Вообще без проблем. Когда курс открываешь. Наверное, лет через 10. Нигде так. Будем завершать. Аллах Салам Мухаммад. Аллах Салам Яхья. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.